академии прошла половина моей жизни. Академия стала выглядеть лучше. Ведь в академии самое главное – это коллектив. Если есть минуты на творчество, то нет секунд на отвлечение от него. Мастерская – это место, где есть редкая возможность гармонизировать в себя ощущения. За плечами много сделано. Я этот момент очень хорошо помню, как будто это вчера было. Я делал на 8 марта маме рисунок. Рисовал домик, облако, солнышко, цветок. Написал маме 8 марта. Почему-то всем понравилось. Именно мой рисунок. В детском саду и дома. И этот рисунок хранится в семейном архиве до сих пор. Ну, а потом были, знаете, все мальчишеские танки, самолеты нарисованные. Деревья, облака. Ни студии, ни школы, ни колледжи. В моей биографии нет этих фактов. Есть, правда, заочный Народный университет искусств московский. Когда я выполнял задания согласно программе, отправлял их на рецензии, как потом оказалось, очень известным московским художникам. И они присылали мне отпечатанную на машинке с подписью. Очень таких маститых, их в энциклопедиях. Потом я разыскал всех этих художников, они мне писали рецензии. Поэтому нельзя сказать, что я там просто самоучка какой-то. Нет. Конечно, был же и футбол, и игра в войнушку, и марш-броски на велосипедах. Все это было. Такое задорное, озорное детство, оно присутствовало. Но желание рисовать, отображать окружающий мир с помощью карандаша, красок, это проявилось на самом деле очень рано. И каких-то колебаний, там, стать инженером, медиком или еще кем-то, у меня просто нет. Мальчишка, который закончил школу с золотой медалью, мог бы по-другому свою жизнь построить. Я не сомневался. Конечно, мне было сложнее, чем остальным, потому что не было за плечами ни колледжа, ни какой-то такой серьезной, глубокой подготовки. Но, наверное, уже там через какое-то время мы все стали глубже, умнее, с явным таким своеобразием выраженным. И уже вот такая гонка за лидерством, она была уже и не важна. После института я не то что был такой счастливый мальчик, который сразу же оказался преподавателем. Я этого и не хотел. Я служил в армии и работал в издательстве «Беларусь». Крупнейшее издательство в нашей стране. И я работал художественным редактором. И коллектив, в котором мне посчастливилось работать, он был потрясающий. Это Геннадий Мацур, Андрей Шилюта, Александр Коложенко, Маев Володя, Савляк, Геннадий Голубович. Это люди, которые в мире полиграфии и искусства книги очень известны. Но 92-й год – это время перемен, как иногда и в песнях звучит, но это было время очень сложное для искусства, для культуры. Работал я в редакции альбомов и литературы по искусству. Мы интересовались и занимались и изобразительным искусством, и художественными фотоальбомами, и мемуарами великих актеров белорусских. Это было счастливое время, но, наверное, в те времена хозрасчета и перехода на коммерческие отношения как-то все стало зыбко, неустойчиво, и стал уходить интерес к этой работе, потому что и издания стали неинтересны. Поэтому пришлось сделать выбор не одному мне, довольно неожиданно для окружающих, просто находиться в таких условиях после интенсивной работы над иконописью Беларуси, издания выдающихся белорусских художников. Это стало неинтересно. А искусствоведение и Академия искусств,
театрально-художественный институт. Это всегда было Мекка. Я буквально на следующий день после ухода из издательства оказался в Академии искусств. Меня поразил вот масштаб его такого глубинного познания изобразительного искусства. То есть это не такое не поверхностное обозначение, это было достаточно фундаментальная, серьезная работа над тем, вот, что происходит у нас. Потому что это годы были сложные, там перестройка, начало выбора нового направления Академии, новой творческой какой-нибудь там инициативы. И для этого нужен был человек, который там мудро охватит это пространство и поведет, потому что от истории искусств зависело, мне кажется, очень невероятное количество проблем и ошибок, связанных с изобразительным искусством. Вот как раз Михаил Борозна, он сформировал этот, мне кажется, творческо-идеологический такое направление. Это было очень важно. Иметь при этом энергетически сильного, смелого и достаточно талантливого руководителя. Ведь в Академии самое главное – это коллектив, не ректор. Коллектив студентов и педагогов, и сотрудников, которые, даже работник библиотеки, играет исключительную роль в Академии, в процессе воспитания, отношений, передачи традиций и так далее. Вот я об этом думал. А уговаривали или не уговаривали, я и не помню, и, может, даже и помню, но не хочу это вспоминать. Для меня это и тогда не было важно. И сейчас. Я никогда не просил себе никаких должностей. Кабинет ректора – это не место богемного отдыха и демонстрации какой-то своей власти. В Академии, понимаете, особое отношение к профессиональным статусам. Нужно быть художником, ученым, практикующим, действующим. Это главное, а не как ты выглядишь на фоне какой-то декорации. В Академии столько материала, когда не обратишь взгляд, то очень интересно происходит. Поэтому вот рядом со мной пейзаж – это Роман Заслонов, участник последней биеннале Белорусского павильона. Вот это часть его дипломной работы. Рядом композиция абстрактная из металла сварного. Это работа Валерия Малахова. Я рядом с этой работой и чувствую себя уютно и удобно. Ну и как бы вот это вот сочетание академического мастерства Романа Заслонова тех лет и вот такой свободной, текучей формы Валерия Малахова, для меня это тоже модель Академии, где можно проявить себя в любых техниках, методологиях творчества, отношении к окружающему миру. Руководитель любого предприятия, он должен заботиться об экономической составляющей. И, естественно, в сознании этого человека живет, а может даже и преобладает вот это действие над тому, как сделать благополучно и интересную жизнь в коллективе. Но в отношении к этому разное может быть. Творческое отношение – это путь созидательный, это путь преобразований, путь качественного выбора жизненного пространства. Ну, что такое вообще творчество? Это среда. Вот умный руководитель, талантливый, он создает среду, в которой комфортно и интересно существовать, жить и творить. Я иногда, может быть, в шутку, и иногда всерьез говорю, что Академия – это большая фабрика. Мы здесь не лекции слушаем, и слушаем и лекции, и очень интересные. И смешные, и грустные, и обширные, и уникальные, но основной процесс у нас практический. Скульпторам нужно гнуть арматуру, месить глину, растворять, замешивать гипс и многое остальное. И работа во многом пыльная, и пластилином работать, живописцем работать с растворителями, разбавителями, лаками, подрамниками, холстами, монументалистом резать стекло, гнуть свинцовую жилу,
укладывать мозаику, рубить смальту, камень. Работы во многом даже не очень такие чистые, комфортные, не очень напоминают образ художника в бархатном берете, в правой руке с кистью, а в левой чашка кофе. Это не о нас. На какие-то занятия практические я, конечно, захожу, смотрю. Иногда меня не видят, что я прихожу. Ну, надо искать такой какой-то момент тактичный, чтобы не нарушить процесс. Потому что у нас люди эмоциональные, творческие. Не сочтите за какое-то такое вот кокетство, но я всегда с особым чувством жду встречи с первокурсниками. Він викладав у нас як викладчик моєї історії мистецтва. Ось, це перше наше знайомство. Я можу сказати одразу, що ті перші кроки, коли ми познайомились, не було такого, як от, такої дистанції великої. Да? Він вельми добре ставився так і по-доброму, по-сябровську, по-батьковську до студента. При всьому цьому спокійстві є і цеплення, і доброня, і така ґрунтовність. І, особливо відчувається, от видите, опошній час, коли от йдуть монументальні експертні совєти, він вже старшиня республіканського совєта. Тобто, коли він веде, це відчувається, що от 100% вынік, что мы отпрацуем выдатно, да, то есть потому что вот за его плечима чувається, при всем этом спокое, да, есть такая своя лагода, упевненість, може мудрость, я не ведаю, як это сказать. И это отчувают остальные сябры. Большой объем общественной нагрузки. Это экспертные советы по монументальному искусству и по другим видам искусства. По книжному искусству, связано не только с Министерством культуры и Министерством информации. Поэтому приходится бывать на совещаниях, участвовать в экспертных оценках, в консультациях и много находиться за пределами академии. В интересах академии. Я бачу його як чоловіка, який може абраняць свої прынцыпы. Калі я працаваў у Міністэрстве культуры, Михаил Григорович быў старшынёй рэспубліканскай камісіі по манументальна- і манументальна-дэкаратыўнаму мастацтву. І я бачу гэтыя саветы, калі ён прынцыпова казаў не, і гэта вельмі імпануе, таму што з аднаго боку кампраміс гэта істотна, гэта у уяўленчым мастацтве неяк цяжка гаворыць аб якіх-то таких нерухомых парадыгмах, але я лічу, што вось гэта упэўненасць, тое, што надо свой погляд абараняць, і ёсць у жыцці такія сітуацыі, калі патрэбна казаць не, нават калі так справы складаюцца, што ты нешта на цябе цісне. Вось гэта вельмі імпануе. Что мне удалось с коллективом сделать совместно? Во-первых, кадровый состав. У нас появились довольно молодые по возрасту, которые раньше было бы невозможно, заведующие кафедрой и деканы. И вот этот средний возраст академии, он снизился. Во-вторых, наверное, статус работников академии повысился. У нас значительно вырос уровень обеспеченности учеными званиями и учеными степенями. У нас стало гораздо больше кандидатов новых, доцентов, профессоров, людей, имеющих почетное звание. Сама панорама, наверное, жанров, творческих методов тоже значительно расширилась. Уже никого не пугает, если студент академии делает вещь абстрактную в живописи или монументальном искусстве, и уже это не выглядит скандалом, потому что это вполне нормально. Академия стала выглядеть лучше. Я обязан свое время распланировать так, чтобы выполнить то, что я могу выполнить. Невозможно, я не планирую. Если есть минуты на творчество, то нет секунд на отвлечение от него. В мастерской у него все аскетично, все очень просто. И, надо сказать, все на месте, что очень меня всегда поражает. И ставит в пример, вот моя жена говорит, вот ты посмотри, какой у тебя хаос, а вот смотри, какой порядок у людей. Но это мне кажется,
важный аспект личностный, потому что я люблю вот в такой среде работать, где хаос меня там приводит в какой-то живой трепет. А его, видимо, это раздражает, он любит очень точность, ясность, где предметы лежат на своем месте. Понимаете, мастерская – это место, где есть редкая возможность гармонизировать в себя ощущения, знания, представления, и поэтому высокое требование вот этому комфорту. Не, понимаете, не к антикварной мебели или чему-то там еще, каким-то супер уникальным эргономическим креслом или еще что-то. Здесь должно быть все удобно, ясно и понятно, это пространство. Потому что, к сожалению, в мастерской тоже бываю наскоками, наездами. Это один день выходной. Даже совмещая искусствоведческую работу, фотографию или графику, или коллаж и живопись, то пространство должно легко трансформироваться под такие задачи. Это много столов, много кніг. Калі ён стаў рэктарам акадэміі мастацтва, часу яшчэ менш засталося. Ну, я толькі лайкаю, калі я бачу, што ён у Фейсбуку посціць фатаграфію. У него есть такі альбом «Натанак па кампазіцыі», у якіх ён збірае вельмі цікавыя фотаздымкі з падарожжаў па Беларусі, па-за межамі краіны. Они вельмі цікавыя, і я лічу, што гэта амаль што такі падручнік для маладых мастакоў был бы, таму што ён бачыць, ён вельмі цікава бачыць навакольнае асяроддзе. І вось мы, напэўна, 4 месяцы мы рыхтавалі вось яго праект, таму што, на жаль, ён патрэбен і вучням, ён патрэбен і калегам, і дзяржаве, і розным советам. Был дома фотоаппарат, просто я решил освоить странный механизм, находящийся здесь, потому что отец как-то и не снимал, он в молодости этим занимался, фотоаппарат был. И вот экспериментальным путем все это начиналось. И я так понимал, что то, что я делаю, это не имеет отношения к службе быта и вот той фотографии, где снимают на паспорт, на документы, или семья возле калитки. Этого никогда не делал. Вот предметный мир мне был очень интересен. Натюрморт, какой-то необычный пейзаж, дерево своей пластикой. Постоянно снимаешь, не считая их, не нумеруя и не обязательно задаваясь задачей, а я сделаю, чтобы кого-то поразить. Да нет, это я делаю для себя прежде всего. Есть и портрет, я продолжаю снимать коллег, друзей, людей искусства. Такой даже, можно сказать, определенный пантеон. К сожалению, часть них уже ушла из этой жизни, но вот мир человека, искусство мне очень интересен. У меня есть фотографии моего учителя Михаила Романюка, Виктора Шматова, Георгия Скрипниченки. Я продолжаю снимать и натюрморт, потому что для меня это какое-то театральное действие. Я выступаю сам как драматург, режиссер и сценограф, и создаю не просто какую-то картинку. Но для меня это как сюжетная линия. Пейзаж – это другое. Пейзаж – это другая стихия. И здесь нужно быть готовым. Пейзаж всегда для тебя неожиданный. Ты не знаешь, как солнце. Можешь догадываться, что есть предпочтение низкое солнце, вечернее или раннее утреннее. Ты уже знаешь, какие могут быть эффекты световые. Световые дорожки между деревьев, там все это может быть. Но в целом это всегда загадка и результат непредсказуем. Я для себя его открыл як мастака і відкриваю, да, по його вот этим фотоздимкам, які він робить, вони вельми глибокі, талановиті, там є все. І
так скажем, сполучення меры, да, вот этой меры вот усяго, да, то есть и святла, и мастацтва, и вырашэння, композиции. То есть, сапраўды, я для себя даже по-другому открыл фотографию после вот его творов. У него особый дар видеть вот фотографии, умение выхватить в природе, в человеческом образе элемент композиционного такого понимания самого предмета. А чаще всего фотоаппарат у нас существует как средство передачи либо констатации неких фактов. А в руках художника, я имею в виду вот Борозны, он становится таким предметом неуловимого восхищения происходящим. Может быть, какие-то чужие работы я иногда и вывешиваю, и они у меня есть. Но свои я не могу долго на них смотреть. Они у меня так в сознании. Я помню все, что я снимал. А еще ж в негативах и в катушках. Тоже помню. Ну, может быть, уже сейчас год перепутаю. 86-м с 87-м. Но именно так. Это там. Это Кавказ, это Италия. Что связано с натюрмортами, с постановочным материалом. У него есть предметы любимые, там, он любит старые такие элементы дерева, заброшенных стульев, таких с патиной, ржавое железо, такая проволока очень интересная. Все очень в начальной стадии интересуются текстурами, фактурами, игрой света, пятна. Я тоже через этот этап прошел. И вот эти вот материалы и всевозможные сочетания дерева, кожа, металл, ржавые металлы, вот эти вот текстуры. Многие фотохудожники не могут и выйти даже из этой зависимости. Они продолжают снимать чугунные люки, пятна на стенах. И я тоже это сейчас делаю, но в этом больше какой-то организованности. Есть драматургическая какая-то линия начала, какой-то апофеоз, развязка. То есть просто снимать, продолжать стены или фактуры нет. Поэтому те же чемоданы тоже оказалось интересным пространством и сочетанием материалов. 2 монографии в работе. Есть серии фотографические, которые я веду, можно сказать, десятилетия. Тоже продолжаю над ним работать. Натюрморт под названием «Король лир». Или у меня такие большие серии есть «Иллюзия расстояния» и «Иллюзия времени». Вот я поглядел апошнія твори, і я от був куратором вистави «Полсмак» в 17-му году, і він удзельнічав. Я так от і запросив, і він вельми такий цудовний твор предоставив. А я так, як шмат по світі вандрую, і для мене висока ознака моїх колег, сябров, то есть вот по цеху, это вот разные, починаючи з Турції, заканчиваючи там Ірландією, да, то есть у меня есть сябры мастаки. И я им даю каталоги со своих проектов, а это вот, ну, больше за 150 человек удзельнічало розных, да, наших сябров. И кожный, кому я давал, вот, коли листают каталог, то говорит, вот это праца добра. И это вот для меня высокая знака. И менавіта его працу, вот этот фотоздымок, який он представил, творчий, его оценили. О дизайне я не забываю. Там всегда приходится что-то консультировать, подправлять, советовать, спорить и по фирменным стилям, и по книжному оформлению, и даже в национальном конкурсе искусства книги. Конечно, там много графики, но подавляющая составляющая этого конкурса – это оценка дизайна книг. Поэтому я остался верен профессии. Ён зацікаўлены ідэяй. Калі у творы мастацтва мы бачым некую новую ідэю, некае шчырае натхненне, якое паказвае нам нешта іншае, нешта, што мы яшчэ не бачылі. Вось я ведаю, што ён гэта вельмі пільна сачыць за тым, каб нават у студэнтах гэта не было копіі. Таму што можа прайсці час, і мастак з узростам які выйдзе на такі ўзровень тэхнічнасці, якім будуць зайздросціць яго паплечнікі, але ж калі няма новых ідэй, то увогуле, ну, ці мастацтва ли гэта тэхніка. В академии прошла
половина моей жизни. Даже после завершения каких-то ремонтных работ я вспоминаю иногда ощущение студента. Вот ноги помнят ступени. И где какая есть выщерблена в этих ступеньках, на факультете дизайна, где там 5 лет продвигался. И нога вот сейчас я наступлю вот на этот вот камушек, который там есть. Он есть, и ты его чувствуешь. Поэтому не то, чтобы я закрытыми глазами могу передвигаться по академии, но какие-то механизмы, законы существования такого пространства, не буду говорить, что я очень хорошо знаю, но я с ними знаком и понимаю эти механизмы.